Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть можливо через поважну причину, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление ряда членов группы семьи G7 и ЕС относительно ситуации вокруг решения Конституционного суда относительно электронного декларирования с призывом найти решение кризиса. Давайте послушаем квинтэссенцию этого заявления. В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення номер 13-Р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України. КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства. З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія і Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися у діалозі, прийняти цей виклик та знайти рішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський та євроатлантичний курс. Давайте подключим к нашей беседе Федора Венеславского, представителя президента в Конституционном суде. Он с нами на прямой связи. Пане Федоре, вітаю вас. Доброго вечера. Ну вот некоторые политики утверждают, что закон изначально был принят поспешно, с пониманием, что он неконституционен и впоследствии рано или поздно будет отменен. Были ли у суда основания признать решение неконституционным? Ну, я думаю, что заявления таких политиков, они носят манипулятивный характер. Если мы можем говорить о том, что закон о Национальном антикоррупционном бюро действительно вызывал сомнения с точки зрения его соответствия Конституции с самого начала принятия, то закон о предотвращении коррупции в части полномочий НАЗК ни по процедуре, ни по содержанию никаких критических замечаний у экспертов, у политиков не вызывал. И говорить о том, что какие-то положения, которые Конституционный суд 27 числа признал неконституционными, не вызывают ни у кого, скажем так, каких-то возражений с точки зрения неконституционности, абсолютно нету никаких оснований. Потому что аргументация, которая приведена в решении Конституционного суда в мотивировочной части, она даже не позволяет сделать вывод специалистам, почему именно Конституционный суд в конце концов пришел к такому выводу. И уже сейчас в интернете, в специальных форумах, на специальных форумах появляются заключения ученых-конституционалистов, ученых-криминалистов, которые абсолютно не согласны с решением Конституционного суда. И утверждают то, что, по большому счету, утверждаем и мы, что это решение носит конъюнктурный такой характер, который направлен на решение собственных проблем многих судей. Сейчас речь идет о том, что, если говорить о законопроекте президента Владимира Зеленского, чтобы прекратить полномочия Конституционного суда Украины и распустить состав КСУ. Но мы ведь понимаем, что в Конституции Украины четко прописано, в каком случае можно распускать КСУ. И там нет пункта, где бы указывал, что это может сделать президент Украины. Это ведь тоже не конституционно. С одной стороны, мы видим, что народ полностью потерял свое доверие к Конституционному суду. Ну а с другой стороны, не создает ли это такой небезопасный прецедент для самого президента Украины? Ну, дело в том, что в Конституции Украины вообще не предусмотрена возможность досрочного прекращения полномочий всего состава суда. И это является как раз абсолютно закономерной реакцией президента на те угрозы, которые повлекли действия Конституционного суда. Потому что судьи, действуя в условиях конфликта интересов, с нарушениями всех мыслимых и немыслимых норм и Конституции, и законодательства в Конституционном суде, и антикоррупционного законодательства, привело к таким негативным последствиям.
искать исключительно легитимный путь выхода из этой ситуации в принципе невозможно, поскольку основания для досрочного прекращения полномочий судьи Конституционного суда и Конституция, и закон о Конституционном суде таким образом сформулировали, что только сам суд может принять решение о досрочном прекращении полномочий судьи, который нарушил присягу. А в том, что судьи нарушили присягу, принимая данное решение, у многих специалистов, у большинства специалистов нет также сомнений. Более того, практически все политические силы, представленные в парламенте, соглашаются, что решение Конституционного суда носит такой предвзятый, тенденциозный характер, и нужно каким-то образом его исправлять. Но любые пути, которые предлагаются нашими оппонентами политическими, исполните решение Конституционного суда, возобновите действия, они все равно направлены на то, чтобы мы ходили по большому кругу, потому что суд связан своей правовой позицией, он всегда сможет признать те же нормы закона неконституционными. Поэтому я считаю, что в данной ситуации политико-правовое решение — это единственный правильный вариант выхода из ситуации. То есть правильно ли я вас понимаю, что сейчас нет никакого пути, по которому можно было бы разрешить эту ситуацию, не нарушая Конституцию Украины? Сейчас исключительно легитимного правового пути не существует. Существуют политико-правовые предложения, которые президент предложил парламенту. Если в парламенте будет, скажем так, достигнут консенсус, о чем заявляют представители Европарламента, иные международные эксперты и наши международные партнеры, то приняв такой закон консенсусом с участием иных политических сил, я думаю, что это как раз будет наиболее оптимальным вариантом разрешения конфликта. Насколько я понимаю, завтра Верховная Рада Украины уже планирует рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского, учитывая, что оппозиция, я не говорю сейчас про ОПЗЖ и про «За майбутнее», говорю про европейские фракции, как «Европейская солидарность», «Голос» и так далее, говорят, что таким образом президент пытается узурпировать власть. Наберется ли достаточное количество голосов? Ну, я думаю, что завтра законопроект будет рассматриваться вряд ли может с точки зрения даже процедурных моментов, которые предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады Украины, потому что нужно еще провести обязательно заседание комитета Верховной Рады по процедуре. Но если будет политическое решение о том, что все наши, скажем так, партнеры по парламенту, в том числе проевропейские оппозиционные силы, поддержат такое решение политическое, то я не исключаю, что оно может быть и завтра. Сегодня стало известно, что завтра также Конституционный суд Украины будет рассматривать представление 51 народного депутата о конституционности закона о языке. Об этом говорится в повестке дня на сайте КСУ. Каковы ваши ожидания? Ну, я вам скажу, что участвуя в данном заседании Конституционного суда в устных слушаниях, аргументов весомых, которые бы позволили усомниться в конституционности данного закона, о котором вы говорите, приведено не было. И я думаю, что у Конституционного суда хватит и мудрости, у судей Конституционного суда, и мудрости, и понимания ситуации, что неаргументированное решение навряд ли может быть принято. А по большому счету я ожидаю, что Конституционный суд должен, на мой взгляд, признать, что закон, о котором мы говорим, он полностью соответствует Конституции. Дуже дякую вам. Чохсаг у нас Федор Венеславский, представитель президента Украины в Конституционном суде, был с нами на прямой связи. Чохсаг у нас. Пане Игоре, вот как вы считаете, можно ли выбраться из этой всей ситуации без каких-то вопиющих последствий для нашего государства? Смотрите, на самом деле можно. И при всем уважении к господину Венеславскому, он несколько покривил душой, когда сказал, что нет какого-то иного пути, кроме политико-правового решения. Да? В данном случае у нас есть альтернативный законопроект, в том числе в Верховной Раде, который продвигает спикер Верховной Рады, который предлагает на определенный этап возобновить действия, соответственно, вот этого антикоррупционного законодательства, внести определенные изменения и попытаться исправить те узкие места, на которые в своем решении указал Конституционный суд. Да, я понимаю, что теоретически в будущем Конституционный суд может опять отменить те либо иные решения, но выход из этой ситуации на самом деле очень простой. Может быть, надо попробовать принять решение, которым не будет вопросов с точки зрения Конституции и законов Украины, и тогда никто их отменять не будет. Это первый момент. А второй момент, вот такой тактический шаг,
он нам в самом деле позволит потом в будущем создать, например, какой-то там аналог, не знаю, Конституционной комиссии и попробовать перезагрузить Конституционный суд, не нарушая законы Украины, не нарушая Конституцию Украины. Потому что все, что делается сейчас, и вот эта попытка как бы полностью убрать всех судей, там, назначить каких-то новых, понимаете, это в любом случае будет иметь последствия. И последствия негативные для Украины. Рано или поздно те люди, которые будут задействованы в данном решении, они будут нести за это ответственность. Депутаты в меньшей мере. Почему? Потому что у нас не распространяется принцип личной ответственности народных депутатов за принятие решения, но они коллегиально голосуют. Да? А вот тот же президент или его представители, они могут нести даже в большей степени. Тут вопрос в том, и, кстати, про это говорили международные партнеры, мнения там тоже разделились. Никто не однозначно на стороне президента, либо на стороне Конституционного суда. Они о чем говорят? Что успокойтесь, сядьте за стол переговоров, спокойно придите к такому решению, которое не будет нарушать Конституцию, и, с другой стороны, не развалит всю ту антикоррупционную систему, которая по состоянию на сегодня есть в Украине. Потому что, я еще раз говорю, мнения очень полярные. И на форумах, на которые господин Венеславский ссылался, есть масса мнений, которые и защищают позицию Конституционного суда. Я могу сказать про себя, что мне, например, решение Конституционного суда не нравится. Я считаю, что судьи действительно действовали в условиях конфликта интересов, и они в первую очередь думали о себе, о узкокорпоративных каких-то моментах. То, что оно рикошетом ударило по-другому, ну, это уже следствие. Но, знаете, лечить головную боль, ну, не знаю, там, саблей, отрубая голову, мне кажется, это тоже не выход из ситуации, тем более в нашей достаточно разбалансированной системе.